Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне, с вами Юлия Апел. Сегодня в программе. В зоне конфликта на востоке Украины наблюдатели ОБСЕ заявляют о многократных нарушениях режима прекращения огня. Общественным землетрясением в Беларуси называют задержание известного спортивного журналиста и менеджера Владимира Бережкова. Место встречи изменить нельзя. Участники президентской гонки в США посещают ярмарку в штате Айова. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Новая фаза войны на Донбассе становится одной из главных мировых тем сегодня. Эскалацию конфликта осуждают глава дипломатии ЕС Федерико Могерини и генсек ООН Пан Ги Мун. Стрельба же на востоке Украины на фоне этих заявлений продолжается. Новый день приносит и новые сообщения о жертвах. Обстрелам из стрелкового и тяжелого артиллерийского оружия подвергаются города Марьинка и Красногоровка. Погибает грудной ребенок. В больнице умирает женщина, получившая ранение во время обстрела пригорода Мариуполя Сартаны. За жизнь ее дочери продолжают бороться врачи. Таким образом, число жертв огня, который велся на днях по Сартане, возрастает до 3 человек. Тем временем наблюдатели ОБСЕ на Донбассе заявляют о многочисленных нарушениях режима прекращения огня и трудностях миссии в реализации своих задач в регионе. Становится известно об использовании обеими сторонами тяжелого вооружения, в том числе артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Миссия продолжала наблюдать и сообщать об отсутствии вооружения в местах концентрации, куда они, как предполагается, должны были быть отведены. Вооруженные силы Украины, а также самопровозглашенной ДНР направили запрос миссии для подтверждения того, чтобы обе стороны отвели свои тяжелые вооружения. Но стороны препятствуют нам это сделать, отказывая нам в доступе к некоторым местам концентрации или мешая нам проверять вооружение в таких районах. Специальная мониторинговая миссия продолжает испытывать множественные ограничения свободы передвижения и другие препятствия к реализации нашего мандата. Также наблюдатели предупреждают, ситуация на Донбассе может осложниться из-за требований самопровозглашенной ДНР непосредственно аккредитовывать международные и неправительственные организации, работающие в регионе. Обещание украинских властей выплачивать деньги своим солдатам и офицерам за сбитую технику противника на Донбассе так и остаются обещаниями. Где выделенные средства и кто в итоге ответит за несдержанное слово? Почему система мотивации и поддержки на фронте так и не заработала? Узнавала корреспондент программы Ирина Кононенко. Дмитрий один из тех, кто первым отправился на Донбасс защищать Украину. На его счету десятки сбитой боевой техники врага в зоне конфликта. Когда услышал, что за ее обезвреживание причитается вознаграждение, это обнадежило. Ведь дома остались жена и маленький ребенок, которым нужны деньги. К нам приехал командир батальона и рассказал о распоряжении, согласно которому за сбитую технику врага положено вознаграждение. Естественно, все обрадовались. Ведь не первый день воюем, уже почти 9 месяцев. Но такого вознаграждения на моей памяти никто не получил. Дмитрий просит свое лицо не показывать, поскольку готовится возвращаться на поле боя. Говорит, лишние проблемы с командирами ему не нужны. Но отстаивать правду собирается до конца, мол, не за обман воюют. Ведь были разговоры, что эти деньги при штабе получают, якобы откладывают в фонд помощи погибшим бойцам. Этого никто не видел, но и денег мы тоже не увидели. Действительно, в начале года президент Петр Порошенко подписал постановление Кабинета министров, в котором четко прописан размер дополнительных вознаграждений. К примеру, за сбитый «Град» обещают выплатить почти $3000, за танк – 2000, за БМП – 1800, а за военный автомобиль – $500. Правда, получить эти деньги не так просто. Должен быть заполнен журнал боевых действий, должно быть донесение. Если это уничтоженная техника, там есть 3 параметра, которые необходимо выполнить как доказательство того, что эта техника действительно была уничтожена. В Генштабе говорят, что на сегодняшний день за поврежденную технику противника уже выплачено больше $30 000. А тех бойцов, которые до сих пор не получили свое, отправляют командирам батальонов. Командир должен оформить тот пакет документов, который необходим. Если командир этого не сделал, то, соответственно, и выплат не будет. Но пока само государство разбирается в бюрократических вопросах, большинство военных и их семьи остаются без какой-либо помощи. Ирина Кононенко, «Настоящее время», Киев.
Реформа МВД Украины доходит и до Одессы. Сегодня одесситам представляют новую патрульную полицию. Несколько десятков парней и девушек выйдут на улицы города 25 августа. На территории Одесского университета МВД будущие полицейские сегодня проводили показательные учения, отрабатывали нормативы по эвакуации раненых, досмотру транспортных средств, задержанию подозреваемых. В учениях принимал участие и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Они выйдут на улицы города уже к концу августа. И люди, и главное, с самого начала, если люди окружат их свободой и теплом, они будут тем же самым отвечать. Тут главный социальный контроль. Как только людям они понравятся, гражданам они понравятся, уже новая полиция будет все делать, чтобы не потерять любовь. Знаете, такая вещь, это она как, к ней привыкаешь к любви, не хочется без нее жить. И теперь в Азербайджан. В Баку очередное заседание суда по делу известной журналистки и правозащитницы Хадиджи Исмайловой. На слушаниях она выражает протест против состава суда и заявляет, что процесс проводится в спешке. Это является нарушением ее прав. В зал суда не допускают представителей правозащитных организаций. Нашим корреспондентам удается поговорить с матерью Хадиджи Исмайловой. Слушания проводятся с нарушениями. Процесс полностью сфальсифицирован. Эти люди что-то доказывают, не стесняясь своих седин. Хадиджа вместе с адвокатами ведет свою защиту. Но мы не можем ничего доказать в этом суде. Вот уже несколько дней, как в белорусском интернете, а это единственная площадка страны для мнений всех сторон, кипит обсуждение, кому было выгодно и почему задержали генерального менеджера успешного минского хоккейного клуба «Динамо» Владимира Бережкова. В прошлом, на протяжении многих лет, главного редактора авторитетного спортивного издания «Призбол». Бережкова подозревают в хищении денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает «Комсомольская правда» в Беларуси. О задержании известного менеджера и журналиста обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Арест Владимира Бережкова – это действительно такое общественное землетрясение в Беларуси, потому что это, спортивная легенда Беларуси. Вроде его обвиняют в хищении в размере, в эквиваленте примерно $3000, но он еще больше разжигает страсти, потому что, заработки человека, который столько лет издавал спортивную газету, менеджера крупнейшего и успешного хоккейного клуба страны, гораздо больше этих сумм, и, это очевидно, искусственность этого обвинения. Тут стоит сказать, что хоккей в Беларуси – это, так сказать, особый спорт, его очень любит Александр Лукашенко, он сам играет в хоккей. Сам господин Бережков, в общем-то, всегда был чужд, собственно, политики в узком смысле. Но вы понимаете, политика в таких странах, как Беларусь, это не столько там, так сказать, некие флаги, а сколько отношения людей в близком круге. И, возможно, поскольку он человек при всем при том был достаточно резкий, скажем, когда он был редактором, нередко его газета, в общем-то, критиковала всякие несообразности, коррупцию в спортивной сфере. Возможно, так сказать, он в каком-то круге что-то сказал, на чьи-то интересы наступил, и, так сказать, результат. Стоит привести цитату из блога хозяина, владельца самого крупного частного портала в Беларуси, портала Тутбай, Юрия Зисера, который написал: а вообще Лукашенко правит Беларусью. А такое впечатление, что вообще какие-то опера. Мне остается добавить, в СИЗО Владимир Бережков оказывается спустя всего 3 недели после задержания уже бывшего генерального директора «Динамо» Максима Субботкина. Бережков исполнял обязанности гендиректора и заменил коллегу в правлении континентальной хоккейной лиги. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона. В Соединенных Штатах сегодня говорят о новой фазе боевых действий в Украине. Возвращаемся к теме войны. Юлия, какие заявления звучат? Сергей, спасибо. США выразили серьезную обеспокоенность резким увеличением числа атак со стороны сепаратистов в зоне прекращения огня на востоке Украины. Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби заявил следующее. Нет сомнения по поводу того, кто является ответственным. Россия и сепаратисты осуществляют эти атаки. Мы по-прежнему призываем к немедленному прекращению огня и к полному осуществлению Минских соглашений. И мы также напоминаем, что дальнейшие усилия России и сепаратистов по захвату новых территорий будут дорого им стоить. Аналогичное заявление сделал генеральный секретарь ООН. Пан Ги Мун призвал стороны исполнять Минские соглашения.
предпринять необходимые шаги по деэскалации конфликта, уважать роль ОБСЕ в регионе и сотрудников организации, а также предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. Место встречи, которое изменить нельзя. Именно так относятся к ярмарке в Де-Мойн, штат Айова, кандидаты в президенты США. По традиции, борьбу за голоса избирателей на кокусах, партийных собраниях избирателей и на первичных выборах надо вести в равных условиях, на одних и тех же политических площадках. Александр Панов продолжит тему. Большая сельскохозяйственная ярмарка в штате Айова – место, где можно пообщаться с избирателями предельно неформально, покатавшись на карусели, поджаривая на гриле гамбургеры и местный деликатес – сосиску в кукурузной муке, и заявить о чем-то важном на фоне местных коров и коз. Этой возможностью кандидаты в президенты воспользовались сполна. В минувшие выходные и на этой неделе на ярмарке отметятся практически все участники предвыборной гонки из обеих партий. Предположительно, 1 февраля будущего года, дата еще не утверждена, в Айове пройдут первые на этих выборах кокусы, партийные собрания у демократов и у республиканцев. А пока участники и гости ярмарки голосовали за кандидатов кукурузными зернами. Дональд Трамп выделился и тут, прибыв в Де-Мойн на личном вертолете и выбрав ярмарку местом презентации своего плана, как решить проблему мигрантов. Мы возведем стену. Никто не проникнет сюда через мою стену. Трамп собирается в 3 раза увеличить число пограничников, поднять цену за американские визы для мексиканцев, чтобы оплатить тем самым строительство стены на границе. И, наконец, отменить возможность получения гражданства на основании факта рождения на территории США. Трамп назвал эту возможность главным магнитом для нелегальных мигрантов. Ну и магнат обещает высылать нелегальных мигрантов из США целыми семьями, чтобы не разлучались. Я не думаю, что совершаю ошибки. То есть, когда кто-то говорит, что я сделал ошибку, я смотрю на результаты опросов и вижу, что цифры выросли. Так что я не думаю, что я допустил какую-то ошибку. Остальным кандидатам, в отличие от строительного магната, готового потратить на выборы $1 миллиард, надо собирать пожертвования на проведение агитационной кампании. Остается только иронизировать. Извиняюсь, мы оставили вертолет дома. О, вот это корова. Хиллари Клинтон, несмотря на расследование, связанное с ее личной электронной почтой в бытность госсекретарем и с государственными секретами, остается фаворитом среди демократов. Она резко ответила критикам, обвиняющим ее, помимо почтового скандала, в бездействии в ситуации, когда в Бенгази погиб посол США в Ливии. Я не буду устраивать с ними борьбу в грязи. Нельзя заниматься политиканством там, где речь идет о национальной безопасности и о памяти тех, кого мы безвременно потеряли. Все те же старые партийные игры. Я всю жизнь боролась во имя американских семей и тех, кто не добился в жизни успеха. И я не остановлюсь. По данным нового опроса телекомпании CNN, Трамп увеличивает отрыв от основных кандидатов-республиканцев. Его поддерживают уже 25% избирателей. На втором месте бывший нейрохирург Бен Карсон – 12%. На третьем сенатор Тед Круз – 10%. Джеб Буш IV – 9%. Скотт Уокер – 5% – 6%. Одному мальчику на ярмарке Трамп заявил: «Я Бэтмен». Как бы то ни было, привычный ход выборов этот герой или антигерой, как кому ближе, нарушил основательно. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Иммиграционная реформа продолжает быть одним из главных вопросов, на которых кандидаты в президенты строят свою предвыборную программу. Гражданство по праву рождения на территории США, которое, как мы уже отметили, иногда называют магнитом для нелегалов, давно является предметом острых дебатов в американском обществе в целом. 14-я поправка Конституции, принятая в 1868 году, предоставляет неотъемлемое право на американское гражданство любому, кто родился на территории страны. Эта статья основного закона стала пропуском в США для миллионов новых американцев, приехавших в страну на постоянное жительство. Но не исключено, что для будущих поколений мигрантов эта дверца может захлопнуться, рассказывает Вадим Оленичев. Для детей, которые, родившись в Америке, позволяют закрепиться в стране их родителям, придумали шутливое прозвище – «якорные младенцы». Однако даже официальные данные оценивают число нелегальных иммигрантов в США как минимум в 11 миллионов человек. При таких масштабах автоматическое гражданство зачастую создает юридические и финансовые проблемы. И, по мнению некоторых, назрела необходимость в более эффективных мерах. Нам нужно вывести из подполья 11 миллионов человек, прозябающих в этой стране без документов, чтобы они могли вносить полноценный вклад в экономику США.
Два конгрессмена-республиканца, Стив Кинг из Айовы и Дэвид Виттер из Луизианы, представили в Нижнюю палату Конгресса США биль, отменяющий гражданство по праву рождения. Пока законопроект рассматривается, инициативу взяли на себя местные власти. Так, Департамент здравоохранения штата Техас, где количество нелегалов составляет около 2 миллионов человек, добивается принятия новых правил, которые усложняют процесс легализации через гражданство по рождению. В частности, родители детей, появившихся на свет в Техасе, уже столкнулись с трудностями в оформлении номера социального страхования и документов для посещения школы. Семьи нелегалов, в основном выходцев из Мексики, ответили на эти меры судебным иском. В нем утверждается, что действия властей штата являются прямым нарушением прав несовершеннолетних иммигрантов по неволе. Я обращаюсь к правительствам Соединенных Штатов и Мексики. Пожалуйста, защитите этих детей. Действительно, говорят эксперты, отмена права на гражданство по рождению, скорее всего, позволит снизить приток нелегальных иммигрантов в страну. Но тогда потребуется отменить 14-ю поправку к Конституции, а это длительный процесс. Кроме того, Америку грозит захлестнуть волна судебных исков. Дело в том, что в законе далеко не все очевидно. Трудности и противоречия могут возникнуть, если, к примеру, новорожденный ребенок был кем-то усыновлен, а также в случае, если один из родителей не является американским гражданином или его личность неизвестна. Иными словами, дорога, ведущая к получению статуса в Америке, не будет легкой ни для кого. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Пентагон планирует увеличить ежедневную интенсивность полетов дронов над зонами конфликта в мире в ближайшие 4 года. Представитель Министерства обороны заявил, что число полетов беспилотников, так называемых воздушных патрулей, предполагается увеличить почти в 1,5 раза с нынешних 60-65 до примерно 90 в день в 2019 году. Это делается для того, чтобы удовлетворить потребности боевых командиров в разведывательной информации. Между тем, восстание машин против их создателей человечества уже стало одной из привычных тем научной фантастики и кино. Однако, как выясняется, эта угроза становится реальнее. Прогресс быстро ведет нас в мир искусственного интеллекта, и некоторые ученые и специалисты уже сегодня призывают готовиться к все большей независимости машин. Подробности в видеорепортаже. Искусственный мозг или автопилот управляет полетами самолетов уже несколько десятилетий. Он не требует активного внимания летчика, только его присутствие и контроль. Однако смарт-кары уже в ближайшем будущем станут первыми машинами, принимающими независимые решения в тесном контакте с человеком. В то время как одни водители опасаются таких нововведений, автор книги «Humans Need Not Apply» или «Люди на работу не принимаются» Джерри Каплан отмечает, что такие машины позволят спасти тысячи жизней. В общем и целом мы сможем добиться существенного снижения статистики опасных ДТП на наших дорогах на 80-90%. Новейшие технологии всегда были тесно связаны с военно-промышленным комплексом. В настоящее время в США разрабатывают дрон, способный выполнять полеты без управления человеком. Однако, по мнению некоторых специалистов, подобные системы вооружения, принимающие решения о жизни или смерти человека, принять гораздо сложнее, чем концепцию смарт-кара. Кто будет нести ответственность за такую систему, убившую невинного человека? Тут слишком много неясностей. У нас нет четкого понимания. Вину несет тот, кто сконструировал робот, или человек, написавший к нему программу, или человек, нажавший кнопку, активирующую машину. В то время как одни призывают к запрету использования умного оружия во всем мире, другие отмечают, что компоненты таких машин уже существуют, создавая опасную возможность захвата подобного оружия террористами или государством-изгоем. Но это только одна сторона проблемы. Не стоит сбрасывать со счетов и другой моральный аргумент. Нам необходимо продолжать развивать эти технологии, поскольку они позволят значительно снизить так называемые случайные потери. С ускорением развития технологий искусственный разум может принести как добро, так и зло. В научной среде уже сложился консенсус. Нам необходимо готовиться к грядущим переменам. В какой-то момент настанет некий промежуточный период, во время которого люди лишатся работы и должны будут искать другое занятие. К сожалению, с ускорением темпов автоматизации эти проблемы будут только усугубляться. А пока продолжаются дебаты о рисках и выгодах искусственного интеллекта, пожалуй, стоит вспомнить первый закон робототехники, выведенный писателем Айзеком Азимовым еще в 1942 году. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Скандал вокруг российского издательства «Алгоритм», которое выпустило серию «Проект Путин». Подробности у коллег в Праге. Сергей?
Так и есть, Юлия. Речь идет о более чем 20 книгах, объединенных одной персоной и одной тематикой – Владимир Путин и различные аспекты его деятельности. В книгах содержится достаточно критики решений российского президента. Казалось бы, скандал мог возникнуть из-за содержания, однако проблемы у издательства начинаются после того, как авторы обвиняют алгоритм в нарушении своих прав, заявив, что книги были напечатаны без их ведома. С редакторами издательства встретилась корреспондент программы «Настоящее время» в Москве Беата Бубенец. В самом издательстве «Алгоритм», позиционирующем себя как единственное российское издательство, предоставляющее трибуну для авторов либеральных взглядов, крайне удивлены возникшим скандалом. Это проблема не нарушения авторских прав. Это проблема наезда каких-то непонятных для меня, очень мощных причем сил на свободу слова в России. Потому что нету второго издательства, которое печатает этих людей. Объяснить, как получилось, что книги были изданы без ведома авторов, в издательстве не смогли. В каждом издательстве происходят такие ситуации, когда книга выходит, там, может быть, без договора, может быть, еще как-то. Это обычный издательский процесс, и абсолютно в каждом издательстве, вне зависимости от его размера, вне зависимости от его специализации, периодически случаются конфликты с авторами. Пока идет разбирательство авторов с издательством, книги серии «Проект Путин» все еще можно найти на полках книжных магазинов Москвы. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. В России продолжают обсуждать медовый месяц пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супруги, фигуристки Татьяны Навки. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование, если верить которому Песков, Навка и их близкие отдыхают на роскошной яхте у берегов Сицилии. Сам Песков эту публикацию опровергает. По его словам, он с женой в одном из отелей на Сицилии. Фото гостиничного отдыха в своем инстаграме размещает и Навка. Как только информация об отдыхе не по карману появилась в сети, со снимков в инстаграм дочери фигуристки Александры Жулиной исчезли геотеги, совпадавшие с маршрутом движения яхты «Малтис Фалькон». Вы это видите. Расследование же Навального, помимо сведений анонимного источника, основывалось не только на геотегах, но и на эмблеме яхты на халате Жулиной, а также анализе выложенных в интернет фото бывшего чиновника Олега Митволя и других приглашенных на отдых в Италию. Кроме того, в социальных сетях появилась информация, что дочь Пескова Елизавета в своем инстаграме запечатлена в интерьере, схожем с интерьером «Мальтис Фалькон». Ну и по некоторой информации, недельная аренда роскошной яхты с командой стоит более 300 тысяч евро. Во время свадебной церемонии на фото на руке Дмитрия Пескова красуются часы, стоимость которых достигает 500 000 евро. Препятствием на пути к получению японского кредита для Украины становится Харьковский оперный театр. Речь идет о немалой сумме – $1,5 миллиарда. Чтобы получить эти деньги, Украина должна выполнить 15 пунктов, указанных в соглашении. Основная масса вопросов носит исключительно договорный характер. Кроме одного, его реализацию Украина должна была выполнить еще 6 лет назад. За подробностями наш корреспондент Ольга Калиниченко отправляется в театр. Речь идет о выполнении японского гранта для Харьковского оперного театра, который был выдан еще в 2008 году в виде уникального пульта для управления сценическим светом. Из-за недостачи финансирования оборудование стоимостью в 3 миллиона гривен 6 лет пылилось в кулуарах НАТОБа. Это так разозлило японцев, говорят в театре, что они даже включили этот пункт в соглашение. Японцы сказали, ни один грант на Украину не зайдет с Японии, пока не будет выполнен этот грант. В срочном порядке украинское правительство нашло деньги на реализацию проекта. Сразу же началась и установка. Так как проект подразумевает глобальную реконструкцию, творческий коллектив отправили в вынужденный 3-месячный простой, из-за чего те подняли нешуточный скандал. Жаловаться пошли к областной власти и в Министерство культуры. В результате в театре сложилась критическая ситуация. Сезон начнется на 3 месяца позже, то есть 3 месяца театр не будет ничего зарабатывать. Труппа театра без репетиции и творческой подготовки спектаклей теряет форму, и нужно время для восстановления. Не исключено, что многие талантливые ведущие солисты театра будут искать работу в других театрах Украины и даже за рубежом. Несмотря на недовольство труппы, министр культуры и дирекция театра установку оборудования все же начали. Уже идут подготовительные работы. Закончить установку НАТОБ обязан до 30 ноября. Ольга Калиниченко, «Настоящее время», Харьков. И вновь время передавать слово в Вашингтон. В США новая атака хакеров. Юлия, какой была цель на этот раз?
Совершенно верно, Сергей. Федеральное налоговое управление сообщило о хищении данных более 300 тысяч налогоплательщиков. Преступники получили доступ к конфиденциальной информации, подтвердив личность людей, введя в систему их номера социального страхования, дату рождения и адреса. Предполагается, что злоумышленники намереваются получить налоговые возвраты. Адвокаты Джохара Царнаева, организатора и исполнителя терактов на бостонском марафоне, подали ходатайство о новом рассмотрении его дела в ином городе, где присяжные будут беспристрастными. Как утверждает защита, в связи с огромным возмущением, которое вызвали прогремевшие в 2013 году взрывы, присяжные в Бостоне не могли быть объективными, признавая Царнаева виновным и рекомендуя вынести ему смертный приговор. Администрация Обамы выдала нефтяной компании Royal Shell Oil разрешение на бурение в Арктике у северо-западного побережья Аляски впервые с 1991 года. Представитель администрации, отвечающий за охрану окружающей среды, пообещал, что наблюдение за работами будет осуществляться круглосуточно. Реакцией на это известие стали возмущенные голоса экологов, которые назвали это решение ошибочным. В недрах Арктики находится 20% неразведанных запасов нефти и газа на планете. Медоносные пчелы исчезают. Энтомологи и другие ученые по всему миру пытаются понять причину краха пчелиных колоний. При этом спасением пчел занимаются не только специалисты. Так, басист группы Red Hot Chili Peppers поставил во дворе своего дома 3 улья, в каждом из которых живут более 60 тысяч пчел. А наша съемочная группа посетила пчеловодческое хозяйство в городке Форт Уэйн, штат Индиана. В производстве третьей еды, которую мы употребляем, задействованы пчелы. Поэтому неудивительно, что Меган Райан хочет сделать все для их спасения. Несколько месяцев назад она создала пасеку при клубе охраны природы. В наших ульях живут итальянские медоносные пчелы. Итальянские пчелы – один из самых популярных подвидов, еще и потому, что они быстрее размножаются. Всего за 4 месяца каждая пчелиная семья на пасеке выросла с 10 тысяч до 70 тысяч особей. По словам пчеловода Алекса Корнвелла, это прекрасные новости, поскольку за последние десятилетия популяции американских и европейских пчел сократились на четверть. Пока точно не ясно, что именно порождает синдром краха пчелиной колонии. Это может быть все что угодно, от пестицидов и клещей до возбудителей различных болезней. Пока поиск причин синдрома краха пчелиной колонии продолжается, в этом природоохранном клубе популяция пчел растет. Энтузиасты ведут наблюдения за настроением пчел, состоянием семей и репродуктивным поведением пчеломаток. Мы делимся этими наблюдениями с управлением природных ресурсов, другими пчеловодами и любой организацией, которой может быть интересна эта информация. Вам не обязательно быть ученым со степенью, чтобы рассказывать людям о пчелах. Этим-то и замечательно пчеловодство. При желании может заниматься каждый. Райан и Корнвелл также планируют начать программу по обучению пчеловодству рабочих мигрантов с тем, чтобы они могли распространить этот опыт в своих странах. Питьевая книга – так буквально переводится название этого изобретения. Каждая ее страница содержит наночастицы серебра или меди и представляет собой фильтр для воды. Полевые испытания проходили в сложных условиях Африки, где страницы успешно справились с 99% бактерий в образцах. Все, что нужно сделать, это вырвать страницу, поместить ее в устройство для фильтра и налить туда воду из любого источника. Результат – мертвые бактерии и чистая питьевая вода. Придумала питьевую книгу доктор Терри Данкович из университета Карнеги Меллон в Питтсбурге. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Сергей. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.